своими, это вот как ты ощущаешь. Мне не надо, что там где-то написано. Мне нужны твои личные ощущения, потому что от этого будет зависеть, как ты известные всем произведения, как лично ты будешь это исполнять. Потому что зрителю, особенно тот, кто любит ходить на концерты, слушает там много всего, ему интересно твое личное отношение к этому. Вот как ты проживаешь этого демона. Он эти ноты все слышал, и разные голоса он это все слышал. Если будет шарманка, тоска зеленая, все, до свидания. Это, как говорится, зритель голосует ногами. Пришел или не пришел? Поэтому я спрашиваю, твое личное отношение нужно. Вот кто он для тебя? Вот, кто? Вот ты демон. Вот покажи мне, что ты демон. Вот не обязательно там что-то искры пускать там и так далее. Мне нужно, чтобы я вот сижу и почувствовал, ага, да. И это не зависит от силы голоса или слабости, красоты тембра или что-то другое. Личностное отношение нужно. Вот оно тогда интересное. Муслим Магомаев, да, природный гений. Но такие мозги всегда интересен был, независимо от того, он пел оперу или пел эстраду. Были голоса красивее. Мы о них не знаем. А его мы знаем. И раз услышал, да это же Магомаев. Вот мне что нужно. Вот кто он? Потому что ты вышел. Так, надо петь. Задолбал меня этот демон. Я тот, которому немало дня в полуночной идти. Понимаешь? Мы не знаем, сколько ему лет. Мне говорят, он молодой. Ну, в Рубеле он молодой красавец, видел, да, картину. А где написано, что сколько ему? Он же там тысячелетие, может быть, живет. И выглядит хорошо. Дай характер. От характера будет и выстраиваться качество звука. Потому что сейчас это не демон, грубо говоря. Ты же сам понимаешь. Понимаешь? Ну так сделай мне демона. Чтобы я так смотрел, так... Мама дорогая, вот это демон. А ты так сейчас вот напеваешь нотки. Да, попадаешь. Есть технические огрехи, у кого их нет. Надо выравнивать дыхание, чтобы лилось. С первой ноты. Я тот, которому немало ты впал. И чтобы окончание, последние ноты перед дыханием и начало следующей ноты после дыхания было одинаковым. Что вот эта пауза была звучащая, чтобы не было остановки. А то получается в арии 38 арий. Допел фразу. Сейчас, минуточку, я вдохну. И второй запел фразу. Потом опять, извините. Сейчас я еще раз вдохну. Нет. Чтобы это лилось, чтобы у нас не было ощущения, что ты дышишь. Чтобы мы видели форму, наполненную содержанием. И хотелось еще слушать, еще слушать. Поэтому лей и мысль, вот это ты же завораживаешь ее. Там же нет резких скачков в музыке. Там нет каких-то громовых ударных инструментов или труб, как в Диес Ира в Реквиеме Верди. Там да, нету. И как в Аиде на площади нету. Там все льется, льется как-то он раз. А такое ощущение, что он тебя окружает, окружает, окружает. И она не может ему отказать. Он ее за руки не хватает. Он ее обвораживает. Вот и лей. Вот лей, чтобы оторваться мне было от тебя невозможно. А ты пока по слогам. А ты пока дыхание чувствуешь? Чувствую, но пока мало. Тяжело. А не надо тужиться. Откуда идет куда звук? С первого вот, что,
Надо, чтобы с первой ноты уже лился звук. Прежде чем его произнести, ты уже должен сообразить вот здесь, какой он должен быть, и какого качества, и что ты хочешь. Чтобы не было так, запел, а потом начал выстраивать голос. Со второй, третьей ноты начинается пение. Нет. Как возьмешь дыхание, так и запоешь. Поэтому берем дыхание. Какие вокализы поешь? Вокализы? Да. Апта. Так. Пока только апта. Замечательно. Серединка, да? Ну, средний регистр. Угу. Отлично. Длинные ноты есть там, да, целые, половинки есть. Прежде чем вот эти все фиоритурки есть, вот и выстраивай, потому что самое главное в певческом голосе — середина. Если она будет плотная, нормальная, выстроенная, от нее уже можно строить и вверх, и низ. Если ее сажать на гортань, вот это все такое, она рассыпется. Не будет середины, не будет верха и низа. Поэтому я-то согласный тоже как бы пропевать. Удобные там М, Н, Л, они звучащие, да? А вот бедненькие несчастные С, Т, Р звучащие, да? А остальные-то, их тоже надо как будто гласные пропевать, чтобы понятно было. Но челюсть должна быть свободная, да? Угу. И мы вот это вот сверху и полили вперед и вниз. То есть туда. Не так, а так. Чуть-чуть вот это вот все мы как бы удивляемся. Это помогает нам выстраивать купол свободно, чтобы он был. И даже когда берем дыхание, мы не должны менять позицию в этот момент, чтобы не начинать сначала. Давай. И спокойно, и лей. Лей звук. Не бойся. Мы же поем. Давай. Я Подожди. Нет, это подожди. Она у тебя не поющаяся. Я. Первая нота не поющаяся. Ты уже должен быть. Ты ждешь. И вот тут я тот. Она же, видишь, она не льется. А если она не полилась сразу, то следующий тебе придется выдавливать. А ты должен выдыхать, как будто ты говоришь. Свободно. Я тот, который. Понимаешь? И через одну точку. А то после я ты начинаешь петь и пристраиваться. Я вдохнул и запел. Как вдохнул, так и запел. Если ты вдохнул и зажался перед пением, то есть взял дыхание, прижал, а вот сейчас я начну петь. Нет, это уже не пение. И не будет его. Будет как раз вот по слогам, как ты сейчас сделал. Поэтому я тот, которому. И давай ее завоевывай. Если что, до конца вместе. Отлично, спасибо. Поехали. Я тот, Не стой на месте, иди. ты в полуночной тишине, чья мысль. Зачем нам гортань? Я тебе сейчас ее оторву. Зачем она тебе? Как только ты на нее садишься, во-первых, стирается слизистая и пойдет сип и хрип. Понимаешь, ощущение, как будто ты взял картошку горячую, раз в рот, не подумав, что она горячая, и надо петь. И что ты сделаешь? А почему ты говоришь, я тот? Почему? Все. Дальше, до свидания. Это будет то же самое. Поэтому ты вдохнул, ну удивись,
Нифига себе, дыхание прям сюда взял сразу. Вот сюда взял. Ну-ка через нос вдохни. Это я соплю проглотил. Выдохни полностью, спокойно, просто выдохни. Просто выдохни через вот. Не подталкивай, пусть выходит само до конца. Вот. А теперь через нос возьми, не спокойно возьми. Отпусти, да. Теперь также выдохни, ровно, спокойно. Не подталкивай, через рот, не через нос. Ты же поешь, рот открываешь. Выдыхай, спокойно выдыхай, выдыхай, выдыхай. Как только закончил, сразу вдыхай через нос. Вот смотри. Не бойся вот этого. Натренируешься, будет спокойно входить бесшумно. Но понял принцип? А то ты так чик, выдохнул, потом и оно вот тут встанет. Вот здесь. Поэтому спокойно через нос туда вдыши. В пол. Давай. Пару раз сделай. А потом вот так же спокойно выдохнешь. Спокойно вдохнешь и запоешь. Выдыхаем через что? Через рот. Ну и выдыхай, то рот закрыл. Не подталкивает. Вот как оно выходит спокойно, так и пусть выходит. Ну, пару раз, давай. Не резко, а вот чтобы туда опустилось, чтобы они вот, как говорится, расслабились. Не вталкивай туда, а расслабились, чтобы вошел. Да, вот. Чтобы вот это вот тоже работало, чтобы ты это чувствовал, вот этот пояс свой. Нижнереберное дыхание у мужчин. И все правильно поющие женщины тоже дышат там же. Вот, молодец. Почувствовал, как они работают? Теперь возьми дыхание. Не сейчас, а вот мы начинаем играть, ты готовишься и дышишь спокойно, и начинаешь лить. Я застрелю. Не отрывая. Я тот, которому внимала. Как будто ты на одной ноте, в одной позиции. Вот отсюда запел, как Богачева показывала в одном из своих. Отсюда туда надо петь, мальчики, девочки. Отсюда туда, всегда. Верхняя нота, нижняя нота, середина. Отсюда сюда. Не вот это подтягивать, не вот это сажать. Это слышно вот здесь, вот это. А зал, особенно когда он более 1000 мест, ты попробуй пробить вот этим оркестр, оркестровую яму с оркестром, где 80 человек сидит, и чтобы в конце зала было слышно. Как только ты нажал, все, слышен там только льющийся звук. Ты был на концерте, на гала-концерте, на открытии? Слышал, как Павловская пела? Вот это вот надо. Леонард Уоррен, когда приезжал однажды в Москву, вот такой вот выходит, еще больше меня мужик. Голос огромный, баритон был такой шведский. Вот, говорят, что это он выходец из России, родителей, то есть Леонид Воронов, вот он должен был быть. Вот. И, говорит, там были ветераны, с кем я, когда пришел в театр, работал. Они рассказывали, мы в консерватории учились, нас, ну как же Леонард Уоррен приехал. Мы все в зал Чайковского. Вышел вот такой мужик и запел. Мы сидим, ничего понять не можем.
Вроде это, рот открыл, и вдруг волна сзади по затылку, с конца зала. Понимаешь, вот это вот все. Тогда да. А когда вот так, это кукольный театр. Поэтому я тот. Давай, мужика включи. Как сказала однажды Синявская, смотрел я ее мастер-класс, и там вышел один такой Формазов, и он там что-то тоже типа, она подошла к нему, то есть он тоже стоял, она подошла, говорит, мужика включи, вот давай, включи, не силу звука, а характер. Не напрягайся, расслабься. Нет никого здесь. Сидишь на горе. Звезды, ночь. Никого нет. Я тот, которому... Дальше второе. Когда мы поем вверх, идем, шаг от ноты к ноту шире. Да? Когда мы идем вниз, шаг от ноты к ноте уже. Чтобы не свалиться. Да о чем ты нам начинаешь показывать, что у тебя есть нижние ноты? Если они у тебя отзвучивают, свободно. Они отзвучат, и там будет такое мясо. Этот будет прям вот вибрировать будет у слушателя, понимаешь? Ты «Я тот, которому внимала». Вот сюда поешь, да? «Я тот». И пошел туда. Никого не надо удивлять. Они сами удивятся, если вот правильность, полетность. Давай. И не по шагам. Лей от ноты, соединяй все ноты, все звуки соединяй. Непрерывность, чтобы была. Я тот, Лей. которому внимал Лей, вперед, не стой на месте. полночной Давай. Ти, стоп. Ти русская, и. Она и так плоская. Ты еще сейчас пытался вот это как а потом когда и тишине. Понимаешь разницу? Поэтому итальянцы, как они говорят, и надо петь. Она же у них не плоская, как у нас. И надо петь, думая о ю. Тишине. Не тишине. Не вот это вот все. Не гортань, а вот она круглая должна быть, как А, как О. Поэтому тишине. Да? Поэтому давай еще раз. Да. Пробуй. Это надо все нарабатывать. Это как у спортсмена. Каждый день тренировки, тогда только начнет срабатывать мышечная память, и ты с ней уже с наработанной выйдешь на сцену и будешь заниматься творчеством, а не думать, куда звук послать, где там что-то с дыханием сделать. Если ты это не сделаешь на репетиции, на уроке, на сцене делать нечего. Делать все нужно здесь. Давай. Я тот, которому Лей. внимал Соединяй. ты в полуночной тишине. Здесь. Тишине. Тишине. Посыл главнее силы. Вот тут. А ты пел и опять зажал. И удивись. Нифига себе. Тишине. Давай.
А тут дыхание, как это делается дыханием, а не мышцами. Давай. Я тот, которому внимала ты в полуночной тишине, чья мысль душе твоей шептала. Ле-ле-ле-ле, не останавливайся. Грусть ты смутно догадала. Я тот, Ле-ле-ле, вперед, не останавливайся на длинных нотах. Стоп, опять плащить начал. Во-первых, длинные ноты – это не то, на который надо встать. Это которую надо начать петь и идти вперед. Тогда она будет льющейся, тогда она будет нести смысл и информацию и так далее, и так далее. А ты длинные ноты, надо ее держать. Ты раз ее и держишь. Все, тоска зеленая, приходите завтра. Больше развития. Не больше развития, а просто не останавливаться. Понимаешь, это шар. Инь-янь. Это все время вот так звук идет. Он круглый, он не может стоять на одном месте. Раз он стоит, звук на одном месте, значит, он уже до свидос. Понимаешь? Все. Поэтому я тот, чей взор, что там он губит? Надежду губит. Ты в нее вкладывай это все, входи в нее, все, погружайся в нее. Иди в нее, если ты будешь стоять. Я тот, понимаешь, который, понимаешь, все губит. И это, как его, все гнетет. Ну, ты поняла, да? Сама получается. Допой за меня. Нет. Убеждай. Вперед. Вот до этого момента, который сейчас тебя остановил, вот это уже пошло что-то стало вылазить. Какой-то даже в некоторых местах это, тембр начал проявляться естественный, природный, да? Да. Вот, давай. Я твой. Нет. Алло, гараж. Мешаете своими разговорами. Вы вдвоем. Запой сразу, как ты уже делал. Что ты по старинке-то запел? Вздохнул, не задерживай. Вдохнул и сразу запел. Как только ты вдохнешь и задержишь, чтобы запеть, все уже встанет. И ощущение горячей картошки, да? Ты вберешь дыхание, удивился и пошел. Состояние вот это должно быть. Парение. Несмотря на мои там 150 килограмм, у меня состояние парения. А ты в 3 раза меня легче и стоишь как Александрийский столб в Петербурге. Давай. Что ты кашляешь? У тебя что-то, ты простуженный или у тебя там сухость от волнения? Да. Язык пожуй свой. Помогает, бывает на спектакле. И попить невозможно. И что, пожуй язык. Серьезно. Это не смешно. Это профессия такая. Ты должен голый выйти на сцену и доказать, что ты король в одежде. И это каждый спектакль. Пожевал? Молодец, давай. Я тот, чей взор. Нормально, зато запел. Зато запел, блин. Извините за выражение.
А, вот что есть. Сейчас мы ему дадим глоточек, на всякий случай. На. Не волнуйся. Я больше тебя волнуюсь. Получится, не получится. Давай, давай. Много не пей. А то и этим станешь, ну ты понял. Давай. Я тот, которому внимала ты в Фразу. полуночной тишине, чья мысль душе твоей шептала. Устал? Чью грусть ты смутно отгадала. Лей, лей, лей. Не поддавливай, а просто лей. Отпускай, пусть он льется. Заполняет все. Давай, 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 давай. Стоп. Дыханием переходи. Едва ты мышцы. Едва надежда расцветет. Понимаешь? И это будет меньше расходоваться дыхание. Если ты начинаешь подталкиваться мышцами, дыхание используется в 2-3 раза больше. Почему мы вот слушаешь в повороте, Господи, да где он дышит-то? А потому что все точно попадает куда надо. Не потому что он вот такой был. Понимаешь? Вон, послушай старых певцов 30-х, 40-х, 50-х годов, итальянцев. Мигель Флита, знаешь такого испанского певца? Конечно, не знает, я поэтому и задаю этот вопрос. Вот. Да, хорошо. А Этторе Бастини, знаешь итальянского баритона такого замечательного? Не знаю. Вот, найди и послушай. Есть даже черно-белые записи 50-х годов в интернете, где он с Франко Корелли поет «Силу судьбы». Там он поет 2 арии и вот этот знаменитый дуэт Альваро и Карлоса. Это что-то вот феноменальное, при том, что он сначала 10 лет в Ля Скала пропел басом. Вот как вот это все он делает. Послушай. Давай. Я тот, которому внимала ты в полуночной тишине, чья мысль душе твоей шептала. Ага, стоять. Ты как сейчас дыхание взял? Вот. Поэтому оно вот тут остановилось, и уже в конце ты начал свой тюбик выдавливать. А его не хватает! И что стало? Ты стал садиться на гортань. Стал садиться на гортань и на нижнюю челюсть. А нижняя челюсть, она, понимаешь ли, на нее опираться нельзя, она болтается все время, она туда-сюда ходит. Она может помогать только для артикуляции. А вся вот эта вот мясо не звучит. Звучат кости и хрящи. Почему говорят вот эта маска? Потому что вот эта дека. В гитаре, если взять деку, убрать, оставить один гриф и струны, что будет? Ничего не будет. Вот то же самое. Вот то же самое. Поэтому вот это наполняй. А если ты будешь вот это через это петь, это вот твой микрофон природный, то ты сам почувствуешь, что больше, например, дыхания давать не надо, иначе будет звук замыкаться. И меньше нельзя давать дыхание, иначе он будет подснят, и интонация поползет. Поэтому ты будешь чувствовать, как он идет, куда. Вот это все. Вот. Я тот. Да, кстати, совет
для выравнивания дыхания вот, был такой принцип технический, который в царские времена и в начале там, до 40-х, 50-х годов в нормальных консерваториях, это у всех певцов. Читать стихи нараспев, с интонацией, на дыхании, чтобы почувствовать весь свой диапазон. Я помню, когда мне это посоветовали, я дома ночью сидел, и Фауста открыл Гёте, и в лицах. Ой, чуть не оторвал, извините. Вот. Вот и это все надо, чтобы ты чувствовал, где у тебя как у тебя соединяется грудь с головой, где у тебя, как работает дыхание, как работает аппарат артикуляционный, чтобы нигде напряжения не было, как Повороте говорит. И где угодно может напрягаться, кроме вот этого места. Ты это должен натренировать. Ты должен это все... Мы же, когда говорим, мы же не задыхаемся. Мы же так естественно как-то дышим, все естественно происходит. Почему мы, когда начинаем петь, начинаем что-то выдумывать? Нет, надо технику эту перенести в вокал, в пение. Потому что берем груднички, вот как он орет. За 1,5 километра слышно, а он вот такой. Потому что все естественно. Все естественно, и вот к этому надо стремиться. Поэтому ты допел фразу «быстро». Быстро. Ты видишь? Через нос. Самый, как говорится, запасной вариант, это когда, как у стайеров, нос с ртом. Нос с носом обязательно. Иначе дыхание вот здесь встанет, и вот оно. Ребры у нас, да, есть мышцы. Они раздвигаются чуть-чуть. Но мышечная память срабатывает. И они быстро стремятся на свое изначальное положение. Чик! И выдохнул. И у тебя уже дыхания нет. Поэтому туда дышим. Так, потому что расправляется все, диафрагма ставится на место, наполняется легким дыханием полным. И мы спокойно это поем, потому что мы чувствуем, что у нас всего хватает. И тогда и лей. Давай наливай. Я тот, которому внимала ты в полуночной тишине, чья мысль Не дави. в душе твоей И не снимай. шептала. Ты вот, тебя шарашит. Ты видишь напряжение? Зачем? Что ты хочешь этим нам доказать? Да, по-другому дыхание просто брал до этого. Да, понятно. Но оно, извини, мягко говоря, неправильное. Неправильное. Стайерский бегал дистанции когда-нибудь на лыжах или бегом? По 8-10 километров бегал, нет? Нет. А вот надо, потому что ты начинаешь бежать, через 1-1,5 километра ты начинаешь задыхаться. И чтобы не упасть бездыханным, аппарат, то есть природный организм начинает думать, что-то надо делать. И ты ловишь на мысли, что автоматически начинаешь дышать нос, рот и шаг, два, та-да, та-да. И тогда ты чувствуешь, куда все идет. Понимаешь? И успокаиваешься, и дальше прибегаешь в лидерах на финиш. А ты вот сейчас и начинай тренироваться. Вот давай. И обязательно вокализы эти все. Вот с таким дыханием. Да, длинный, апт там и другие и так далее. Но выравнивай, чтобы она вот беспрерывная как бы была. Вот. И без мышечных вот этих дел. Без подталкиваний. Давай, поехали. Как будто ты поешь одну и ту же ноту. А давайте уже выступление как-то сразу. Да, да. Я тот, которому Лей. внимала Лей. полуночной Лей, не
кидает. Вдохнул. чья Эй, спокойно. мысль в душе твоей Не останавливайся, вот тут не останавливайся. чью грусть ты смутно отгадала. Я тот, Веди нас, веди. взор надежду гонит. Нет. Все, длинные ноты пошли, заперся. Я тебе что говорю-то? Веди. Я тот, чей взор надежду губит, когда... Понимаешь? Да. Валентина Левко, знаешь такую певицу? Не знаешь. Значит, великая советская русская певица. Закончила консерваторию как альтистка. Но голос феноменальный. И ее, значит, долго уговаривали, и она согласилась, и перешла. Блестящая певица. И она вот рассказывала, как. Вот не получается у нее фраза какая-то. Она говорит, я брала свой альт. И эту фразу и внимательно слушала, что делает инструмент в этот момент. И эту манеру переносила на эту фразу. И она говорит, и тогда вставало все на место. Вот, и поэтому тут ты мысль должен нести, а не вот, не надо показывать тут чем мягче. Как Геуров говорил, не надо бояться басов, которые говорят басом. Надо бояться тех басов, которые говорят тенорком. А голос-то у него был «Мама, не горюй». В общем, не делай из себя баритона. Пой легко, как Сергей Яковлевич Лемешев якобы. Как бы тенорочком. Ну вот этого и отпусти. Гортань. Я тот, которому внимала ты в полуночной Тишине. мысль в душе твоей. Вот смотри. Мысль, скажи слово мысль. Мысль. Скажи мысль. Да мне тембр не надо, мне дыхание надо. Мысль. Вот здесь вот. Не здесь. Не здесь. Вот здесь. Да-да-да. Вот подсказывает тебе прям. Подсказывает. Видишь, сидит, подсказывает. Понимаешь, да? Ты еще рот не открыл, а уже мысль. И там же это и сль. Все там же в одной точке. Мысль. Мысль. Что это мы, что у нас здесь такое? Что это? Ну-ка, расслабь. Расслабь. Вот так вот сделай, как я. Вот смотри. Да нет. Во. Вот она свободная должна быть. Поэтому мысль. Ты не опирайся на нее. Она вот здесь должна быть. Мысль. И мысль. И ты только закончил. И не подталкивай вот этими мышцами язык, корень языка, чтобы это «л» не было плоской. Мысль. Мысль, давай. Нет. Нет, вот здесь, отсюда. Что такое-то? Это что такое? Что такое? Вот что это? Освободи. Как будто ты проснулся. Ой, Господи. Мысль. Не по челюсти нижней, а здесь. Мысль. Нет, это интеллигентюшеньки. И это у нас что-то... Нет. Мы. И здесь давай. Мы. Толкай вот звук сюда. Мы. Мысль. Давай. Не. Освободи челюсть. Мы. Смотри. Мы. Я ее открыл? Нет. Потому что я звук вот сюда пускаю.
Через эту точку. Как будто ты поешь через это место, вот отсюда. Вот. Не в нос, а через нос. Как будто вот тебя отрезали, и ты через него поешь. Мысль, давай. Мысль. А теперь напомни. Тяни, убери гортань. Тяни на полном дыхании. Убирай гортань, убирай. Оставь голову одну. А теперь открой рот и закрой губы. Открывай рот. Закрыть губы. Вот, видишь? И вон тут сюда. Чтобы здесь ничего не звучало, а вот тут звучало. Удивись. Как зевают, только закрытым ртом. И вот это вот, через это все. Мысль. Видишь, чуть-чуть открылось. А состояние вот этого. Мысль. Понимаешь? Давай. А то у тебя челюсть сейчас пока нижняя главнее всего. Нам надо ее расслабить, чтобы она тебе не мешала, а помогала. Потому что как только ты ее прижимаешь, вот эти мышцы срабатывают, и у тебя уже рот открыться не может. И ты работаешь только губами. А это плоский звук. Понимаешь? Мысль. Открывается челюсть не здесь, а вот здесь, как будто она раздвигается. Удивись. Чувствуешь? Как будто вот она вниз пошла. Не вот так отвалилась. На полную-то не надо. Надо ощущение зевка. И вдыхай в этом ощущении. Вдыхай. И выдохни. Выдохни. А теперь через нос вот это ощущение зевка. Позицию не меняй. Там маленький язычок, он в позиции зевка поднимается. Гортань, да? Гортань опускается, а этот поднимается. Получается вот такой вот купол. И вот через него ты поешь, и так же ты дышишь, ничего не меняя. Попробуй, потренируйся. Вдохнуть, выдохнуть, без звука. Нет, ты сейчас тащи, как будто вот в палец себе. А что ты смеешься? Был такой замечательный партнер у Федора Ивановича Шаляпина, знаменитый русский тенор Смирнов, которого у нас не знают. У него дрожал голос. Он тренировался чем? Он брал гусиное перо, вот не само вот это жесткое, а вот это вот, которое мягкое, вот так выставлял и выравнивал дыхание тем, что брал дыхание и добивался, чтобы оно вот ровно вот так нагибалось. И когда кончается дыхание, ровно так поднималось. И вот так выровнял себе дыхание. Вот так. Это и есть певческий выдох. Когда он уехал после революции в Европу, там в Лондоне говорили: зачем нам Каруза, у нас есть Смирнов. Мы, говорит, за этого Смирнова вам дадим 3 Каруза. Поэтому сейчас раз сделал, удивился, вдохнул, спокойно выдохнул, также взял дыхание и запел. Тональность помнишь? Я Туда. Обнимала, ты в полуночной тишине, чья мысль душе твоей шептала, чью грусть ты смутно Да, только опять ошибку сделал. Грусть дыханием, а ты сделал мышцами.
и сразу вот эта гортань включилась. Понимаешь? Сечешь момент. Запоминаешь? От этого зависит твое будущее, дорогой мой. От правильности зависит все их будущее, и твое в том числе. Оно у тебя должно быть, потому что потенция есть. Еще кто-то есть? А то я его сейчас Пойдем. А то я его сейчас ухайдокаю, я чувствую. А он, я смотрю, уже надо расслабиться. О, мокрый, да? Вот. С урока надо выходить мокрым. Видишь, какой я? Я с урока всю жизнь выхожу, говорю, Василий Николаевич, что у вас рубашка опять вся насквозь или пиджак? Я говорю, да я работал. Что вы там делали? Я говорю, уголь разгружал. Отдохни. То есть отдышись. Отдышался? Да. Давай. Евгений Онегин. Да ладно. Поехали. Вы мне писали, не отпирайтесь. Я прочел души доверчивой признания, любви невинной излияния. Мне ваша искренность мила, она волнение привела давно. Как зовут? Антон. Антон. Ага, ты уже вольности себе позволяешь. В длительности. Да? В длительностях. И, извини, Чайковский так не писал. А потом... ты читал Евгения Да, Онегина? конечно, читал. По характеру он кто? Вне зависимости от возраста. По характеру. Светский лев он. Да? Приехал отдохнуть от этого всего. А тут вот она влюбилась. Но она тебе нужна? Нет. Чего ты мне учишь? Ты пришел ее воспитывать? Ну, воспитывать интеллигентно, так скажем, да? Так а ты начинаешь останавливаться, допускать свои вольности. Вот отсюда. Подожди. Вы мне писали, не отпирайтесь. Я прочел души доверчивой признания, любви невинной излияния. Мне ваша искренность мила, она волнение привела давно умолкнувшие чувства, но и никаких замедлений. Все, пришел. Сейчас я тебя воспитаю, дорогая моя. И воспитывай. А то начинаешь заигрывать с ней. Там же в 7-й картине, ты оперу целиком слышал? Да. Слышал, что написал Чайковский для баритонов лирических? Там для драм написано, там фигачить надо. А если ты так будешь, это самое... Характер. Несмотря на то, что он молодой человек, для того возраста он уже светский лев. Вы мне писали, не отпирайтесь. Откуда там такая пауза? Я ошибаюсь разве? Там же ее нет, такой паузы, ты здоровенный. Вы мне писали, не отпирайтесь. Это как будто там ее нет. А ты остановился уже раз, потом ты еще раз останавливаешься. И это все на первой фразе. Вы мне писали, не отпирайтесь. Я прочел души доверчивой Нет. признания. Это ты начинаешь петь по слогам. А тут надо все связывать, как будто ты поешь на одном слоге. На одном. И для этого подталкивать не надо.
Вот как только начинаешь подталкивать, начинается идти все по слогам. Ты должен вязать все одну нотку к другой, все согласные, как будто это одно слово, написанное на стене. Но смысл не должно быть, что это одно слово на стене. А ты должен это на звуке. А то получается, одни звуки звучат, а другие не звучат. Не отпирайтесь, Позицию не меняй. я прочел души доверчивое признание. 3 раза позицию поменял. Стоять. 3 раза. Иди сюда. Да. Вы мне писали, не отпирайтесь. Должно быть. Ты поменял позицию уже вот на до бикар, до диез, да? Да. Ты на до диез уже с другой позиции запел после ля. Нет. Позиция одна и та же. Позиция правильности. А вот ты дыханием должен переходить. А то ты тут эти нотки поешь так, тут легче, тут пониже. Тут это начинаешь задираться, значит вот это включается, а должно просто литься это все. Не, вы мне писали, не отпирайтесь. А вот, конечно. Вы мне писали. Нет, ты не льешь. Ты сделал, вы мне писали. Должно быть, вы мне писали, не отпирайтесь. Лей звук, соединяй их. Вы мне писали. Нет. Зачем? Вот П, она не поющаяся якобы, да, согласна? Да. Она должна быть поющаяся. Вы мне писали, не отпирай. Понимаешь? Да. Вот. Но для этого не дави. Вы мне писали, не отпирайтесь. Убью! Где ты там такую паузу Знаю. Она там 16-я, что ли? 16-я. Ты делаешь четверть. Да. Там такого нет. Она, эта пауза, не для тебя. Она такая же звучащая, как нота перед ней и после нее. Она звучащая пауза должна быть. А ты в ней останавливаешься, потому что петь не надо. Ну и все, остановился. Всем спасибо, все свободны. Это у тебя будет 38 тысяч арий в одной. Поэтому вы мне писали, не отпирайтесь, пам-пам. Я прочел души. И вот уже тут ее начинаешь башкой возить, извините за выражение, по кустам. Кантилену включил, и вот это вот даже не резина, а каучук, который тянешь, а он не рвется. Чтобы она сидела, обмерев, и боялась даже пошевелиться, пока ты ей что-то говоришь. Вы мне писали, не отпирайтесь. Я прочел души доверчивой признания. Вот видишь, не сделал переход на дыханием и хрипанул, потому что сделал мышцами. Я прочел души доверчивой. Ты уже в этой позиции должен быть еще в предыдущей ноте. А ты начинаешь в эту позицию влазить от предыдущей нижней ноты. Поэтому нет перехода. Понимаешь? Давай. Вы мне писали, не отпирайтесь. Я прочел души доверчивой признания.
Пой, куда с говорком? Ты даже подогнал концерт вместе. Я прочел души доверчивой признания. Боюсь сразу вместе. Нет, ты начинаешь ускорять, говорком начинаешь петь. Нет. Ой, пардон. Я прочел души доверчивой Пой, пой. признания, любви невинной излияния. Мне ваша Почему мне вот здесь? Мне ваша искренность мила. Мне Нет. Да, там же. Нет, ты вот это сделал. Черепушка открылась, и куда-то улетела, нота непонятно, но куда-то улетела. Мне Да, вот отсюда сюда. искренность мила, она волнение привела. Нет. Что за удар на ла? Откуда удар на ла? Она волнение привела давно умол. Как будто ты дыхание там не берешь. Никаких вот этих ударов, никаких ничего. Все это должно литься. Чайковский гений так написал, извините, настолько драматическую музыку, что ее там за рубежом петь не могут. Только, еще круче только писал в этом отношении Рахманинов, который так мог написать, что что-то там итальянцы ее не поют почти, потому что духу не хватает. А вот ты давай, ты у нас в России родился, ты должен. Не прижимай! Лей. А, запел. Она волнение привела. Хорошо тебе звучит-то внутри, вот этот звоночек такой, да? А тут, блин, сводит кое-что у зрителя. Поэтому она волнение привела давно. Понимаешь? Это не расширять, это не поддавать, это дыханием. Что-то я устал. А привела, кто за тебя петь будет? До ла дошел, спел ла, а вот то, что перед ла, это дядя придет, споет. Понятно? Она волнение привела. Стоп, извини. Она волнение привела. Понимаешь? Ты приве не спел. Ты спел ла. Она волнение привела. Хулиган? Она волнение привела. Ничего не изменилось. Привела. Никаких ударов. Хорошо, постараюсь. Постарайся. Она волнение привела давно умолкнувшие чувства. Да, стоп. И позицию не меняй. После верхней ноты начинаешь садиться на челюсть нижнюю. И сразу вот этот вот плоский звук, неоформленный тембр идет сразу электрический. Все, вот и первую ноту ты должен запеть в этом состоянии. И также она волнение привела давно, чтобы ничего не задевать там, умолкнувшие Понимаешь? Никаких, не прижимай ничего. Переоткрывать не надо, мешает. Но не мешай свободе вот это вот. Как мы там говорили? Горячую картошку в рот. Вот. Она волнение привела давно умолкнувшие чувства. Чувства?
Чувство Да. или чувство? Чувство. А у тебя чувство. Я смотрю много разных мастер-классов, и там кто-то чувство, и не понять. Понять? Ты русский язык учил в школе? Язык, Нормально? чувство, да. Стоит буква В? Да. Вот и делай. Ладно. Чувство! Это все будет слышно. Как я же сижу, я же слышу чувство. Да. А, понятно. Наслушался, ладно? Не то слушал, значит. А на волнение привела давно умолкнувшие чувства. Стоп! Почему ты взял дыхание ртом? Ты понимаешь, что оно вот тут у тебя застряло? И ты уже... Нет. Нос у тебя для чего? Дышит? Да. Вот и дыши через нос. И это можно только в каких-то вот нос с ртом соединять на быстрое дыхание, когда действие какое-то идет на сцене, вот там мизансцена, что-то там, какой-то движуха, тогда вот, чтобы быстрее. А тут, извините, тебе дается еще возможность спокойно взять, потому что дыхание туда должно попасть. Туда. А ты уже, бедненький, вот уже под конца допиваешь, и уже мордочка лица красная, я начинаю задыхаться, сейчас я тут это... И все, и оно вот здесь стало. И еще и гортань поднялась. Спокойно. Извини, что ты тут держишь? Ничего, просто... Поджимаешь, что ли? Нет. Просто так. А вот это работает? Спокойно выдохни через рот. И теперь, когда все вышло, через нос вдохни. Нет, специально, вот вдохни спокойно. И сейчас мы не торопимся. Давай, выдыхай. Выдыхай через рот, тонкой струей. Ровно дыши, не подталкивай, пусть само выходит. До конца, до самого. Когда кончится, вдохнешь спокойно через нос. Вот. Вот это нам и надо. Понимаешь? Да. Вот и делай. Это надо... Да. Не привык? Не привык. Вот. А это как спорт. Этим надо заниматься постоянно, чтобы автоматом привыкло все работать. Чтобы ты выходил на сцену и не думал, ой, сейчас надо вот тут. Нет. Чтобы это работало, механизм, техника работала автоматом. А это нужно тренировать каждый день. Сколько у тебя уроков в неделю? Чего, специальности? Да, естественно, не спорта же. 4 по сколько? По часу. Ага, это хорошо. Ты вот и нарабатывай. Если не хватает, домой пришел и потренируйся. Без звука, просто подыши, чтобы ты почувствовал. И я ему говорил это про стихи-то. Нет? Обязательный был предмет в консерваториях раньше, давно. Что певец, чтобы почувствовать, как работает дыхание, соединяется это все, почувствовать соединение грудного резонатора, головного и так далее. Вот стихи читали нараспев по ролям, чтобы почувствовать артикуляцию свободную, да? Почувствовать, как что дышится где, как оно соединяется, как оно работает, и потом это переносится как техника в пении. Потому что мы говорим, мы же ничего не напрягается, все нормально. Начинаем петь, все обязательно. Говорят нормально, хорошо, а петь ничего. На каком языке? Фиг поймешь. Понимаешь, вот это надо переносить. Это тоже надо тренировать. Хотя бы по 30 минут в день. Хорошо. Находишь время, садишься, берешь, там Пушкина, кого, неважно, хоть литературу драматургическую, ты должен это читать. Ты должен это почувствовать, где у тебя как работают резонаторы. И тогда ты почувствуешь, потому что когда ты будешь говорить, а потом надо опять говорить, ты почувствуешь, как он раз сам сработал. И он как раз сработал туда, куда надо. И во время этого вдоха у тебя гортань раз опустилась, встала на место.
И после этого ты начал говорить, а у тебя артикуляционный аппарат совершенно свободен, поэтому все буковки понятны и все понятно. А потом ты это начинаешь переносить в пение. А она что-то там волнение привела, давно умолкнувшие чувства. Но я хвалить вас не хочу, понимаешь? Да. Вот это все, вот это обязательно нужно, это тренировка наша, это наша профессия. Так что этим надо хотя бы полчаса в день заниматься, чтобы тренаж не потерять. А потом это все соединить. И пошел. В смысле, не пошел, а запел. Спокойно. Спокойно. Туда, туда, в конец зала. Но восхвалить я не хочу. Ой-ой-ой. Ой, Ленский. Ой, Ленский заработал. Нет. Но, да, не громко, да, это, но что ты убрал-то? Но восхвалить я не хочу. Я за нее вам отплачу признанием так же без... Понимаешь? Как будто говоришь, но поешь. Не-не-не-не-не. Ты понимаешь, ты взял на нее, встал и остановился. А надо запеть к концу фразы. Ты только еще «но» произносишь, а в голове уже конец фразы звучит у тебя. Поехали. Лей-лей-лей-лей-лей. Лей-лей-лей. Не гундось. Не застревай в носу. Ты же говоришь без этого призвука. Да. Зачем поешь с ним? Ты думаешь, это красивее? Нет. Нет. Правильно, молодец. Давай. Но восхвалить я не хочу. Нотки выпивай нормально и длительность сохраняй, хулиган. Но Восхвалить я не хочу. Пропивай. я за нее вам отплачу. Чу-чу. Признанием также без искусства. У нас главный слог «чу». Нет. А почему два раза? «Чу» было главное. Но восхвалить я не хочу. Ты что сделал? Но восхвалить я не хочу. Понял, да? Я за нее вам отплачу. Да. Познакомь нас с этим мужиком потом. По имени Чу. Да. Лей, не останавливайся. Вот запел правильно, хорошо, но запел. Че остановился-то? Не знаешь? Мозги включи. Включай, давай. Но восхвалить я не Хочу, звучи. До конца. Я за нее вам отплачу. Ага. Признанием также без искусства. Привет мужику. Примите жизнь Так, стоп. Да, Рояль все-таки ударный инструмент. да, Понимаешь? да. Зачем ты автоматически начинаешь рубить? Она тебя подвела. Там, пам, и ты также запел. Та-та-та-та-та. Нет. Мы же не ударный инструмент. У нас виолончель, альт, понимаешь, там скрипочка. Вот это наши инструменты. Вот и лей. Давай. Я перепримите себя. Перепримите. А, примите. Примите Нет. жизнь. Запой. И примите же. Ты прими, это уже нет пения, нет кантилены. Какая и должна быть? Какая и должна быть? Плоская? Нет. Правильно. Почему плоская? Значит, нужно... Тебе же говорили, наверное, что надо и петь, как итальянцы. И думать о ю.
и, тогда она будет и, она будет здесь. А ты ее здесь вот делаешь. Она получается и. Она у нас так в языке плоская. Не надо ее здесь еще воплощать. Давай. Не в нос. Не в нос. Ну-ка давай, пой. И давай, пой. Лей. Без удара. Да, удар был. Да, дыханием переходить. А то слушает себя изнутри. Молодец. В носу все звучит отлично. Нет, не по слогам. Стараюсь. Не старайся, а делай. Господи, старается. Он уже поздно стараться. Все. Не. Примите же исповедь. Ты делаешь, примите. Лей, не слушай себя, лей. Твоя задача лить. Вот и лей. Вот, видишь? Начал открывать, отпускать, вот она мокрота и полезла. А потому что ты уже зажатостью ее там посадил. Боже, как обидно и как больно. Кому? Кому? Понимаешь? Вот как, После его слов. да, вот понимаешь, ты прижимал гортань, И все. слизистая стерлась, начинает, извините за выражение, мясо тереться друг от друга, начинает лезть мокрота, потому что организм чувствует, надо как-то это, извините, смазать. И как только ты отпустил, а там она уже набралась больше, чем надо, потому что трется. И как только ты отпустил, она раз и полезла. Поэтому не надо прижимать. Лей, нет, примите, как будто ты а поешь. Но тут у тебя ю, да, в голове. Ю в голове, не в артикуляционном аппарате. Вот и пой, как будто она ю. Прими. Поехали. Лей, дыханием переходи. Да, и переходы между нотами дыханием, а не мышцами. В состояние приходишь уже, первые ноты, уже готов. Когда вы жизнь в домашнем кругу. Она готова, а ты нет. Ты вперед должен ее повести. А сейчас ты сел на нее и ждешь, когда она тебя подтолкнет. И висишь на ней. Что за безобразие? Ты должен вести. Знаешь, как оркестр любит, когда его ведут. Когда им тогда, у них контакт сразу налаживается, даже если дирижер мешает. А контакт с певцом налаживается, и получается кайф. А ты сел, и они же тебя слышат. Они же все равно это слышат. Они же им надо отдачу-то. А твоя отдача у них в заднем кармане брюк. Господи, у меня все самого, там ничего не работает. Сыграй вступление. Все или... Не, ну подходит, да. Я же говорю, вот ты уже в состоянии. Лекция начинается. Не пой, подожди. Когда вы жизнь домашним кругом, я ограничиться
хотел, когда б мне быть отцом-супругом, приятный жребий повелел, то верно, кроме вас одной невесты не из... Понимаешь? И пишу, и пошел. А ты там что-то прислушаешься. Что там она... Нет. Лекция. Лекция про то, как мужчина должен жить с женщиной. Танечка. Вот. Начнем с первого. Вот что надо. Где это было? Когда бы жизнь домашним кругом Не ной! ограничить захотел, когда б мне быть отцом-супругом, приятный жребий повелел, то верно, кроме вас одной невесты. Вперед, не останавливайся! Искал иной. Не, и не сокращай ноты. Невесты не искал иной. Допивай. А что-то кончается дыхание. Сейчас я быстренько так на 32-ю сокращу там пару раз. Так, ну давай тогда. Но я не создан. Но я не создан. Но я не создан. Лей, иди вперед. Лей. Ему чужда душа моя. Напрасны ваши совершенства. Не выстреливая, пропивая верхнюю ноту дыханием. Стоп. Стоп, дыхания не хватило? Хватило. Че ты ее выстрелил? Но я не создан для блаженства, ему душа, что-то чужда душа моя, напрасны ваши совершенства. Ни в коем случае не отрывай. И вот опирайся на согласные. Почему я говорю, их тоже надо пропевать? Даже те, которые не пропеваются. Их, потому что соединять все надо. Нет, но. Ты, но я. Нет, все. Но я не... Все. Включил в микрофон и запел через микрофон, как Мазурок. Но я не создан для Пой, не говори. Ему чужда душа моя. Вот. Напрасны ваши совершенства, их недостоин вовсия. Поверьте, совестом порукой. Вот видишь, она лезет. Супружество. Нет. Что расширил? Супружество. Да, нотка ниже. Но ты должен в позиции, как будто еще выше предыдущей. Я же говорил, шаг наверх шире, шаг вниз уже. Иначе свалимся туда. А оттуда потом выбираться, это как штангу поднимать 12-летнему мальчику, который весит 250 килограмм. Понимаешь? Оттуда забраться, а тебе еще там наворачивать. Ну, поближе к тому месту, где мы остановились. Супружество, да? Ну, супружество. Поверьте. Поверьте. Открой, гортань, открой. Поверьте. Нет, соедини дыханием. Поверь. Поверьте.
Супруг Лей вперед, иди, не останавливайся. будет мукой. Лей. Я сколько Лей, 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 лей. Вязь, вязь, вязь. Тот час. Вязь, вязь. Судите ж вы, Нет, какие... начал говорком, начал опять, потому что не вдохнул, вот сюда не попал. Судите, судите ж вы, какие розы нам за... Понимаешь? Связывай, чтобы как будто вот, ну, не прерывается звук, а на этом звуке у тебя слова красивые Пушкина. Судите ж вы, Нет, ты толкнул. Да, выпихнул. Мгм. Судите ж вы, какие розы нам заготовить имены. Еще раз. Судите ж вы, какие розы нам заготовить Нет, имены. не отрывай. Вот ты правильно запел. Заготов. Зага нормально, а то дыханием. А ты подтолкнул по старинке. И она поэтому... Стукнула, да. Так. Судите ж вы, какие розы нам заготовить именей. И, может быть, нам много дней. Мечтам и Нет. годам. Вот этого я и боялся. Мечтам и годом до возврата. Эх, эй, дин-дин-дин-дин-дин-дин. С первого звука. Раз. Мечтам и годам нет возврата. Ой, ах, нет возврата. Не обновлю души моей. Я вас люблю любовью брата. Понимаешь? Ой, пардон. 300 лет не пел. Поэтому еще звук появился раньше, чем ты открыл рот. Мечтам и годам Нет. нет Ты только раскрыл, а она уже звучит. Мечта. Мечтам и годам нет возврата. Нет, переходишь. Нет, мечтам и годам нет возврата. Убейся, но не отрывай. Это, как говорится зрителю, он пришел, денежку заплатил и хочет получить качественный продукт. Качественный продукт на сцене. А если он дает нам вместо Наполеона сосачную конфетку 300-летней давности, он потом не придет. Что ты будешь кушать? Что ты будешь одевать? Как ты будешь детей своих растить? Мы можем только вперед идти. Назад у нас дороги нет. У нас страшная профессия по ответственности. И очень она и по здоровью, и все такое. Тут нужно, извините, здоровье иметь как у спортсмена. Да, говори. И вперед. Мечтам и годам нет возврата. Нет, говорить начал, а надо запеть. Да. И поэтому первую ноту никогда нельзя ударять. Это 30% выдоха сразу. То есть вот этого быть не должно. Должно быть та-ра-ра-ри-ра-ра-ра. Понимаешь? Ласка, ты ее люби. Люби ее. Она тебе даст возможность правильно петь. А если ты будешь все время наскакивать или отрывать ее от последующих, не. Голос раскачается в определенный момент. Мечтам и годам нет возврата. Ах, нет возврата. Не обновлю
Ну пой, пой. Полоскай верхнюю ноту. Я вас люблю любовью брата, любовью Эх, и полоскал. брата. Стой! Ну, первую я перетерпел, вторую я говорю, полоскай верхнюю ноту, он полоскал. Я тебя так люблю! Все. Татьяна ваша навеки, но мертвая. Конечно! Пел, пел, пел. Зачем зажал-то? Наоборот, отпусти. Сделай как бы зевок. И на пол. Любовью брата. Понимаешь? Отпусти, а ты ее прижал, и она тебя должна быть вот так вот. Ты сделал вот так. Где ей тут быть-то? Ты ей не дал простора. И туда, и туда. Шар. Шар. Мама, что-то это показала, что у самого все сложилось. Давай. Мечтам и годам нет возврата, ах, нет возврата, не обновлю души моей. Я вас люблю любовью брата, любовью брата, или, может быть, еще нежней, или, может быть, Пропевать, жет быть, пропевать. или, может быть, Может быть, А у тебя может быть. или, может Быть. еще. Нет, не еще. Еще у нас такого слова нет. Еще. Еще. Прижал. Да. Понимаешь? А ты опусти гортань. Ты как будто взял ложку, открыл рот, и ложкой чайной на корень языка нажал. И вот в этом еще. Вот он там. А у тебя корень языка полез вверх. И за ним потащил, мышцы-то соединены, потащил за собой гортань. И сразу все. Все взаимосвязано, все мышцы взаимосвязаны. Тем более все это гладкие мышцы. Они вместе все работают. Как только ты это сделал, у тебя домик сложился. Поэтому ты сознательно, это тоже натренировывается, должен как бы на зевке это спеть. Еще! Через звонок, а тут освободил. Тогда она встает, а не складывается. Еще. Нет? Медленно. Не играй, извини. Еще. Медленно сделай мне дыханием. Еще. Зачем задавил? Да, слушай. Нет, не дави. Дыханием, я же говорю дыханием. Еще. Нет. Ты согласный, на согласный не пропеваешь. Спой на гласных. Не а, она е. Между е и давай. Нет. Давай. А вот что там сейчас происходило, чувствовал? Полезла вверх, а ты его держи, чтобы не полезла. Не мышцами, а то вот опять будет треск, а именно дыханием. Давай. Да, только должна быть а не понятно, что между е и и. И не вытаскивай ее сюда. На челюсть не сажай. Вот она там пошла, вот она там и должна остаться. А здесь она должна пройти, по твоему небу, через твой звонок.
Тогда она встанет. Потому что А должна быть А, должно быть Они непонятный какой-то там звук. Запой, запой. Мягко, мягко запой, не бей. На полном дыхании. Оставайся в позиции. В позиции, не меняй позицию. Ты запел первый звук, несмотря на то, что ты снизу запел вверх, ты должен запеть его в позиции самой верхней ноты. Тогда не надо будет удерживать мышцами вот эту нижнюю часть. А ты запел отсюда, потом попытался это приспособить, а она уже поднялась, гортань, и все. Мягко. Да, и на нижнюю ноту не садись, и переходи. Так, вот это надо пройти. Это, как говорил замечательный товарищ у нас в театре, говорит, проораться. Не в смысле проораться, а пройти вот это вот ощущение, вот там начнет скрести, свербеть. Но надо привыкнуть, чтобы она расслабилась. Она не привыкла у тебя, гортань, к этому. Она вот когда привыкнет, она будет, естественно, сама открываться. И для нее... А сейчас она, пока не понимает, что ей делать. У нас же подсознание тоже работает. И включается мышечная память, которая была наработана у тебя уже. И поэтому на она говорит, надо вот эту гортань поднять. А ты сейчас пытаешься удержать, и вот это вот начинается туда-сюда. Это надо все запомнить и переделать. Вы будете работать? Или так посидите? Я так. Нет, не к вам. Вот идите. Кто будет играть? Ну, и потому что уже слизистая разбита у тебя, хватит. Да, я уже и там внизу спел, и сейчас... Тем более, хитрец, а? Везде надо успеть. Всех послушать. Фух. Так, что? Спасибо большое. Да не за что. Открывай. Все. В первую очередь наладь дыхание, свободное дыхание, выдох. Вот эти, вокализы, вырабатывай середину ровную и почитай все это. 30 минут в день, я думаю, ты найдешь. А потом это все перенести уже, чтобы он привык. Пока он не понимает, что делать. Давай, вперед. Спасибо, до свидания. Не за что. Скажи, хочется шутки из оперы «Сын соперник». Давай. Знаете, всегда в этом мире рядом с радостью слезы текут. И там, и тут, и там, и тут, и там, и тут, и там, и тут. Стоп. Удивительно. Как она умудряется по слогам петь, и как-то еще голос звучит. Замечательно. Фраза-то длинная. Ты начинаешь та-та, как рояль играет, ты начинаешь та-та-та-та-та-та-та-та, а должно быть та-ра-ра-ри-да-ра-ри-ра, та-ра. Это же помощник. А получается, что ты мешаешь инструменту, понимаешь? Запой сразу. Слово есть, звук яркий, полетный. Как раньше говорили, зашибись во дворе, да? Так ты пой. Мы поговорить-то и так можем сами, правда? Да? Спой нам. Знаете, всегда в этом мире. Не. Запеть это не говорит о том, что надо запеть медленнее. Нет. Ты пой в темпе, но ты пой. Фраза какая? Прочитай мне текст. Знаете, всегда в этом мире рядом с радостью слезы текут. Там, тут, там, тут. Ну да. Только вот это. Знаете, всегда в этом мире с радостью рядом слезы текут. Правильно. Только теперь с выражевыванием, как говорится, да? Знаете, что... Что там? Знаете, всегда. Знаете, всегда в этом мире
Смысл нам дай, дай, но только вот теперь это спой, и спой с улыбкой. Не надо страдать. Я страданул, с моста в речку сиганул. Это нельзя. Даже в самых трагических местах, там в Тоске там, и так далее, нельзя, извините за выражение, ныть. Нельзя страдать, вот пока, ой, я так страдаю. Нет, ты это должна спеть, чтобы люди почувствовали, что ты тут страдаешь, тут тебе весело, там и так далее. Но для этого не надо прыгать, не надо там слезы лить и так далее, понимаешь? Поэтому даже вот самый с улыбкой. Слышала, как Синявская поет? Нет? А зря. У нее есть две замечательные вещи. Одна, значит, Пахмутовой, когда она там с Магомаем типа прощается. А вторая, вот у нас на конкурсе 2 или 3 человека пели «Полюбила я парнишку». Ну, такая, так сказать, этого Исаковского, Слава Блантера, по-моему. Ну, такая зеленая тоска. А она это поет, вот там даже вот ее не видно, запись, а такое ощущение, что она улыбается. Вот звук такой. Вот так надо. Так что давай. Знайте. Да, ты понял, ты уже это прошла. И ты хочешь объяснить, но не так, чтобы все пошли и повесились. А так, что, ну, бывает, но жить надо дальше. Давай вот это нам и давай. От характера твоего, вот, как ты будешь это все делать, будет зависеть, как будет у тебя звучать голос. Понимаешь? Как? Это самое важное. Не что, а как. Поехали. Знайте, всегда в этом мире рядом с радостью слезы текут. И там, и тут, и там, Так. и тут. Убери руки. Это невозможно. Ты за это прячешься. Внутренне. Я не знаю, кто тебя это вот научил. Солнце взошло, трава, там речка. Здесь, значит, ежик пробежал. Нами это... Нет, это все мешает. Постепенно начинает психофизика переходить, уже от музыки уходит. И вот эти вот... У нас был случай, когда мальчик пел, по-моему, в младшей группе. Надо его тоже вот учили, там рука, там то все. И он не налево показал, направо, расплакался и ушел. Пока его... Нет, я понимаю, вот не надо этого. Ты же и так это говоришь. И там, и тут, и там, и тут. Перед тобой сидят, я не знаю, там, твои друзья. Вы в походе на какой-нибудь реке. Там у вас палатка, костер. И ты им рассказываешь. Вот такая история была, ребята. Вот и рассказывай. Для этого не надо руками махать. Поехали. Знайте, всегда в этом мире рядом с радостью слезы текут. И там, и тут, и там, и тут, и там, и тут, и там, и тут. Знайте, всегда, всегда в этом мире с радостью рядом слезы текут. Замечательно, стоп. Голос звучит блеск. Все, слова, все понятно. Я вот в глаза ей смотрю, нет там ничего. Я чувствую какой-то дискомфорт, что я уже без рук. А, вот. Естественно, привыкай. Это естественно должно быть. А когда вот стояла, и там, и тут, и там, и тут, и там, и тут. Привыкла, я и говорю, это вызывает механическую память, срабатывает. И если ты это не делаешь, у тебя сразу, ой, что-то мне не хватает, что-то здесь не так. А все-то в тебе, а не в этих жестах. Я почему тебе рассказывал? Если бы вы там вот сидели у костра, ты бы ручками не махала. Ты бы им рассказывала. И они бы и так поняли. Каждый бы видел там свое что-то, но они бы это понимали и видели. А сейчас ты начинаешь нам говорить, вон там мы весь зал раз туда, сюда, а вон там, ага. Нет, это отвлекает. И это не дает развиваться тебе внутренне как личность. Ты не развиваешься, а за это прячешься. Это мешает. И самое смешное, что это отвлекает зрителя. Почему говорят, что вот в театре, когда там что-то кто-то читает монолог, например, в драматическом, или там какая-то ария,
Никто не должен там лишних движений на сцене делать. Моментально снимает внимание. Вот поет там, о, Каста Дива поет, она блестяще там Кабалье поет, Арена де Верона. Весь хор стоит. Стоит одному там. Все. Весь зал видит, что там что-то движется, что-то рука кого-то пошла. Что он там делает? Все, уже Кабалье нафиг не нужна. Уже все смотрят, что там происходит. Здесь та же самая фигня. Абсолютно. Не мешай сама себе. Наоборот, мы должны не отрываться от себя. Ты спела, и вдруг раз рука пошла. Раз рука пошла. И фразы пой. Знаете, какой текст там? Знаете, всегда в этом мире рядом с радостью слезы текут. Вот, прочитал-то замечательно. А спела, как шарманка. Ты-ды-ды-ды-ды-ды, ты-ды-ды-ды-ды-ды, ты-ды-ды-ды-ды-ды. Тоска зеленая. Налейте мне чего-нибудь и холодненького огурчика. Понимаешь? Нет, тоски не должно быть. Мы должны сказать, так, а что дальше? Знаете, всегда в этом мире рядом с радостью что-то там такое. Что? Что такое? Что-то... Не, я не... У нас так, а что дальше? Должно быть такое ощущение. А ты просто, да, красивый голос. А если ты будешь 10 подряд вот так вот петь все одинаково? Что ты меня сюда привела? Там в буфете такой коньяк с черной икрой летит. А что ты мне... Понимаешь? А должны... Она поет. Бегом за любые деньги. Вот что должно быть. А для этого ты должна вызывать интерес не внешностью. Мы все, к сожалению, вырастаем, там, стареем. Так... А вот чтобы выходит 70-летний, 75-летний архив, начинает петь все. Или Образцова, она еще не петь не начала, она еще только идет на сцену, уже все. Вот чего надо. Но это изнутри. Вот изнутри нам. Возьми наше внимание. Потому что все остальное есть. Будешь расти, развиваться, если будешь так же правильно петь, как сейчас, голос будет расти, развиваться и так далее. Вот надо вот чего вот нам, вот чего. Потому что эту песенку там 300 миллионов раз, может быть, пели уже все, кто только не пел. Но нам-то интересно, как ты это делаешь, а не просто там нотки написанные исполняешь. Давай. Знайте, всегда в этом мире рядом с радостью слезы текут. И там, и тут. Пой, пой, пой. Не надо говорить, пой. И тут, и там, и тут. Знайте, всегда, всегда в этом мире с радостью рядом слезы текут. И там, и тут, и там, и тут, и там, и тут, и там, и тут, и там, и тут. Ах, нет, не одни песни. Там замедление есть? Смех и песни нужна. Почему замедлила? Если меняется характер, замедлять, ты должна поменять характер, а не темп. Композитор же не просто так это придумал. Меняется характер, меняй окраску голоса, что-то, понимаешь? Но не замедляй. Это признак нехороший. От себя это называется. И еще раз говорю, красивый голос, дикция, все. Пой, не говори. Наладь выдох. Для этого вдох должен быть свободен. Тарарарирарарира, тарарирарарарари. Тарам-пам-парам-пам-пи, пой, ля-ля-ля. И там, и тут, и там, и тут. И петь, и даже эти короткие фразы петь, а не просто произносить. Поехали. Сначала. Знайте всегда. Нет. Знайте всегда. Стоп. Знайте все.
звук мы должны постоянно. У тебя знайте, т, звука нет. Всегда в этом мире, только на и появляется пение какое-то. Под музыку это называется мелодикламация, а не пение. Поэтому знайте всегда в этом мире. Спой, это ж фраза. Надо ее всю, от первой ноты до последней, пропеть. Поехали. Знайте всегда в этом мире, Но не замедляй. рядом с радостью слезы текут. И там идут, и там идут, и там идут, О. и там идут. Знайте всегда, всегда в этом мире с радостью рядом слезы текут. Пропевай, пропевай. Стоп! Тоска зеленая. Какой текст? Ах, нет, не одни плезиры, и смех, и Да. песни ваши. Плезиры что значит? Плезиры это... Помните, было у Елизаветы Петровны Монплезир? Не замок, а дворец. Монплезир. Как? Моя радость, мое удовольствие, мое счастье. А ты как? Не одни лишь плезиры. Тарара. Не знаете, ну и хрен с вами. Тарар. Я-то тоже не знаю. Вот. Нет. Понимаешь? Характер сразу в первом сейчас куплете старалась сделать. И верхнюю ноту, помните, как у нее прозвучало? И там, и тут. Прозвучало как? Не просто выкрикнула, как перед этим. А второй куплет опять заговорила. Говорком, не запела. Смысл давай. Ты должна понимать, что ты поешь. Ты же рассказываешь. Ну да, написал композитор и стихи написал поэт. Это их произведение, но ты его исполняешь. Давай нам характер, давай объясняй нам. Мы первый раз это слышим в жизни. Давай, расскажи, убеди, заинтересуй. Давай. Второй куплет. Да. Ах, нет, не одни плезиры. Стоп, вот смотри, вот ты мозги включаешь где-то посередине. Ах, нет, получается. Ах, нет, не одни лишь плези. Понимаешь, должно быть? Связывай. Ты говоришь, ах, нет, не одни лишь плезиры. Нет. Пой с первого звука. Еще, как говорится, рот не открыла, а уже должна, в голове у тебя уже звучать это должно быть. Звучать эта нота. И характер этой ноты. Ах, не одни лишь плезиры. Вы понимаете, ребят? Вы думаете, что вся жизнь такая красивая, что ли? Всегда у вас будет богатство, молодость, красота и так далее? Фигушки. Вот и передай нам это. Ах, не одни лишь плезиры. Да, да, с улыбкой. Да, чтобы это самое, не разбежались от страха. Но ты передай нам это. Держи нас. Сам никто держаться не будет. Ты должна держать. Давайте второй куплет. Нет, ты первую ноту просто встала. Ах, и дальше мы пошли. Нет, ах, не, да, должно быть. Ах, не, да. Соединяй. Ах, не, да, ри, да. А ты делаешь, ах, нет, нет. Все, до свидания. Все стоячее уже будет. Потому что ты даже дыхание прервала после ах. Все. И будет говорок опять. Пения не будет, это будет тоска, это будет... И дальше звук не пойдет в конец зала, потому что он не льющийся. Оркестр перекрывает звук не сильный, громкий, а льющийся. У Козловского Ивана Семеновича был голос вот такой. Но он настолько точно попадал, что в Большом театре в каждом углу такое впечатление было, что он тебе в ухо поет. А голос был не сильный. Это не Николай Николаевич Озеров, отец нашего знаменитого спортивного комментатора с блестящим голосом, понимаешь? Это не Георгий Гнелип. Но слышно было везде. Посыл нужен. Нужен посыл. Вот и давай.
Не сила звука, не орать, ничего, а лить. Ах, нет, нет, Не. Это, опять же говорю, не замедлять, не ныть, так, ах, не... Что там, какой текст? Ах, нет, не одни плезиры. Лишь плезиры. Вот. И ты должна говорить, ах, нет, не одни лишь плезиры, так, понимаешь? А ты делаешь, ах, я говорю, запой, ах, нет, в том же темпе. Ах, не одни лишь плезиры, тарарарарирага, рассказывай нам, но не говорком, а пой. Ах, не, сразу вперед, ты останавливаешься все время на первый ах. А я говорю, вперед сразу. Тарарарари, 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 рарарара. Мячик катится, он не квадратный, он остановиться не может. Давай. ах, нет, нет, Но это вы поработаете, вы сами поработаете. Сейчас то мы застрянем сейчас на этом, и будет комплекс, не надо. Давай, пой. Пой давай. Давай. ах, нет, не одни плезиры. Лей звук. И смех, и песни вождя. Вперед. Не должно быть стоячей ноты. Длинная нота, она должна идти вперед, пропевать. Та-т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 а. Ты взяла и стоишь на ней. Та-т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 а. Блин, как долго, а? Чтобы у зрителя не было такого, то, что я сейчас тебе показал. Ты должна ее лить. Вот она идет. А после нее вот и это. Понимаешь? А вот после этого это, чтобы все ждали, так, а что дальше? А что дальше? Вот давай нам дальше все время. Да. Фиоритурки вот эти. Стоп! Ты их отделяешь. Да, должно быть. Ты их отделяешь, они у тебя стоячие, поэтому и длинная нота после них тоже стоячая. А должно быть, ты вот начала только, а уже должна вести к концу длинной ноты мысль свою. А своей мыслью ты будешь туда вести звук свой. А то вот это, и у нас трамваи так ездят, понимаешь? Звонкие, блин, замучаешься их слушать на этих. Поэтому, а ты должна, это как россыпь, роса на рассвете, на этой травке. Солнышко встает, и она так, как будто бегает. А она не бегает. А вот должно быть ощущение, что она бегает. Давай. Вперед. Давай, что ты останавливаешься? Давай, начинай. Звуком соединяй. Дыханием и звуком соединять это все в темпе. Да. Не останавливаться. Дыханием. Вот это должно быть как будто. Потому что она останавливается. Да, она делает правильно. Медленнее нельзя развалиться. Но должно быть движение. Обязательно. Поехали. Откуда? Ну, где остановились? Давай. О, ну лучше же. И вот уж слышны супира. Пой, красавица, пой. Горестные звуки, увы. Не ной. Увы. Да, а то... Знаете, всегда в этом мире рядом с радостью слезы текут. И там, и тут, и там, и тут. Пропевай. И там, и тут, и там, и тут. Может ведь. Знаете, всегда. Чё ж, стоять все время орать? Пропевай. С радостью рядом слезы текут. И там, и тут, Да. и там, и тут, и там, и тут, и там, и тут, и там, и тут. Кто был половин судьбы, кто был
Стоп, спокойно. Кто был баловень судьбы, не баловень. Не открыла Е, нормально не произнесла. Поэтому баловень судьбы нет. Баловень судьбы. Значит, ты перед Е уже прижала челюсть на предыдущем слоге. Нет, он должен быть такой же свободный. Ты же не говоришь баловень. Ты же говоришь баловень. Ну, так же и спеть надо, чтобы все понимали, что ты блестяще владеешь русским родным своим языком. Там только балованием. Да. Ну, неважно. Просто вместо Е там сейчас была И. И как только она прижалась, после этого началось опять вот эти кувыркания слоговые. Давайте. Кто был баловень судьбы, кто темп был держи. вдове кумиром, кто совесть нам принес, тот лёг потоки слез. Это так нельзя. Не. Шло. Та-та-ти-та, слез должно быть. Или тогда раньше где-то надо брать дыхание, потому что та-та-ти-та, слез. Нет, это грубая ошибка. Такого быть не должно. Надо подумать, если не хватает дыхания, где-то там его, значит, где есть запятая. Кстати, наслушались. Это самое. Вот я текст визуально не знаю. Потому что они вообще никогда не пели, и тут наслушались, что так, значит, можно сделать. На русском пели? Да. Просто, Кто? не знаю, кто даже... Нет, баловень судьбы. Смысл-то баловень судьбы. Там надо посмотреть, там может быть где-то стоит запятая в каком-то месте в этой фразе. Вот где стоит запятая, там можно брать дыхание. А нет, конечно, потому что это идет это баловень судьбы. Найти качественное исполнение какого-нибудь, вот, какой-нибудь певицы, хорошей певицы. Мне немедленно найти. Ну, я тут вам не подскажу, потому что я этой информацией об этом произведении не владею. Но делать этого нельзя. На это обратили вся комиссия сразу, моментально. Это как кувалда по башке, честно говоря. Это как брать дыхание посреди слова. Особенно, кто не знает итальянского языка, берет поэта итальянскую арию и вдруг начинает брать слово. То есть это дыхание посреди слова. А кто знает, мы сидим так. А мне тут удобно. Никаких, да, вот этого нельзя. Это прям сразу рубит. Ой, девочки и мальчики, спасибо. Извините за компанию. Надо уже бежать.